7 августа 2008 года. Южная Осетия на пороге войны. Уже в ночь на 7 число становится ясно, что военные действия переходят в активную фазу. Предшествовавшие войне события не оставили сомнений, что враг готовится к радикальным мерам. Ночью село Дменис подвергается массированному обстрелу из артиллерии и минометов. Огонь не прекращается и днем. Интенсивный обстрел ведется по селам Приз, Сарабук, Сатикар, окраинам Цхинвала. Параллельно с обстрелами идет переброска военной техники и живой силы. Шквалистый огонь артиллерии и минометов противника ранним утром накрывает не только окраины, но и центр столицы республики. Уже утром становится известно о первых потерях. 4 человека погибли, еще 18 были доставлены в республиканскую соматическую больницу. Противник открыл огонь и в направлении сел Знаурского и Цхинвальского районов со стороны подконтрольной грузинами территории села Аунев. Массированному обстрелу подверглось село Хитагурово. Несколько часов обстреливалось селение Цунар. Сгорел целый квартал. Есть раненые, 2 погибших. Это Мамиев Петр и Мамиева Тамара. سروز وروي زرد وخصوص الطمع ولقطن خجرنا فد من زخل فيتون كوبيتو نعم في سيناريو دل أسكولوك شتار السنبال. Югосинская сторона выразила готовность к переговорному процессу в 4-стороннем формате. Однако противник продолжает нарушать договоренности о прекращении огня. Более того, миротворческими силами были зафиксированы 8 незаконных пролетов вражеских летательных аппаратов Су-25. Практически весь день обстрелы по населенным пунктам Южной Осетии не прекращались. Ситуация в зоне конфликта оставалась крайне напряженной. Становится ясно, что на этот раз просто перестрелками не обойдется. Грядет настоящая война. Надежда жителей на мирное урегулирование конфликта с интенсивностью обстрелов таяла с каждой минутой. В этот день наши соседи в очередной раз продемонстрировали всю свою подлую сущность. Выступив по телевидению, лидер фашистского режима Грузии объявил о прекращении огня и безмерной любви к остинскому народу, тем самым пытаясь ослабить бдительность как защитников Южной Осетии, так и народа. Однако наши соседи не раз доказывали, что им нельзя доверять. Не стали изменять себе и на сей раз. Не прошло и нескольких часов с многообещающего выступления президента Грузии, как на спящий город обрушился шквал огня. В ночь с 7 на 8 августа в 23:35 начался штурм Цхинвала. В момент в течение 10 минут уже артиллерия вооруженных сил Грузии ведет открыто огневое поражение на пределах города и окраин города Цхинваля. При этом на меня сейчас вышла грузинская сторона и объявила открыто, что они приступают к ведению боевых действий. Это война? Практически, да, это объявлена война.